Продолжая тему Арктики, ледники из стекла, графика и резьба по кости в Российском государственном художественно-промышленном университете имени Строганова открылась выставка под названием «Исследователь и художник. Искусство в экспедиции». Проект посвящен освоению российской Арктики за последние 400 лет и тому, как вдохновляет север современных художников сегодня. Подробности в следующем материале. Трудно поверить, что эти застывшие морские брызги из стекла. А вот еще один удивительный экспонат – замерзшие водяные пузыри. Изумительное здесь на каждом шагу. Например, альбатрос, раскинувший крылья, или прозрачные морские обитатели. Это какие-то объемы, это как камушки какие-то морские, какая-то морская тема, кто-то рыбок, кто-то китов увидел. В чем красота и смысл? Вот идет посетитель выставки, и он видит свои образы, но в целом образ морского, арктического, северного здесь присутствует. Это работа студентов художественно-промышленного университета имени Строганова. Выставку назвали «Исследователь и художник. Искусство в экспедиции». Все работы вдохновлены Арктикой. Красота северного сияния, да? Чистота природы, суровый быт, который существует там. И это, конечно же, способствует творческих людей на определенный подвиг, покорение, изображение неописуемой красоты севера. Еще одна идея экспозиции – показать, что творчество – это не только созерцание, но и погружение в среду, изучение материалов, работа на натуре. Глобальная идея не художника, который сидит в мастерской и пишет, там, испачканный весь в красках, а именно, что у нас есть еще вот эта исследовательская часть, и по мне в этой выставке она представлена в очень глобальном масштабе. То есть в любом случае, когда мы создаем какие-то произведения, свои шедевры, мы углубляемся в тематику, и в этой выставке это очень отражено. Она охватывает 4 столетия вот таких вот экспедиций в российское Заполярье, в российскую Арктику, в составе которых участвовали не только ученые, да, исследователи, но и художники. И очень часто художник заявлял о себе как исследователь, и исследователь, напротив, брал в руки карандаш и становился художником, фиксируя и анализируя то, что он наблюдает. Посетители экспозиции могут оценить десятки различных работ. Это и графика, картины, изделия из кости, стекла, керамики. География авторов тоже обширная. На выставке можно увидеть работы знаменитой якутской художницы Марии Рахлеевой. Это бабушкин Туиса, здесь долина реки Тока. Кстати, сегодня она преподает в Агики. Здесь же представлены графические работы ее супруга Виталия Петрова-Камчатского. Большую роль в его творчестве играла северная тема. Этот проект проходит в рамках десятилетия науки и технологий. И он доказывает, что даже в исследовательской работе есть место искусству. Максим Кардозу, Виктор Олесов, Москва.